дорогого гостя, даже не гостя, нашего Дмитрия Анатольевича, который нам открыл путь восстановления Республики Дон. Это было в 2009 году, когда были все против. Дмитрий Анатольевич взял на себя ответственность и отменил КТО. После этого мы начали все восстанавливать. И сегодня он с нами, всегда все мои просьбы поддерживал. И я очень рад, что вы сегодня с нами. Эти все командиры, которые участвовали в взятии Мариуполя, Попасной, Лисичанск. Спасибо еще раз, что вы приехали. Спасибо большое. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые товарищи, мне очень приятно, доставляет большое удовольствие встретиться с вами, поскольку вы все на самом деле герои, принимали участие в специальной военной операции. Не понаслышке знаете, на самом деле, насколько это сложная история. Вообще количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмат-Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев, спутников. Кстати, Рамзан Ахматович, пользуясь этой возможностью, хочу вас тоже поздравить с государственной наградой, которую недавно получили вместе со своими товарищами. Спасибо. Вот. Так что тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны Верховного Главнокомандующего и президента нашей страны Владимира Владимировича. Поэтому все, что вами делается, как военачальниками, как просто верными сынами своей республики, нашего большого отечества, Российской Федерации, исключительно важно для того, чтобы мы добились победы. Ведь недаром добровольцы, которые проходят подготовку в республике, выбирают именно Чеченскую Республику. Просто потому что здесь очень хорошо все сделано, очень хорошие инструкторы, очень хорошее качество самого полигона, материальной составляющей и оружия, которое здесь применяется, и всего остального. То есть это символ того, насколько заботится сейчас республика об этом факторе. И вообще перед нашей страной сейчас стоят очень непростые задачи. В конечном счете, как бы это ни звучало, может быть, патетично или пафосно, но сегодня решается судьба нашей страны. Об этом постоянно говорит глава государства. Все мы стараемся поддерживать этот боевой дух. Такие периоды в истории нашего Отечества бывали, но мы потому и живем в большой и сильной стране, которая является постоянным членом Совета Безопасности, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, а сегодня скажу так, в нынешних условиях мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, что мы умеем побеждать. И вот ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей, это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет, по сути, вся наша страна. Ведь вся наша страна, как и раньше, помогает достигнуть этой победы. Хочу вас еще раз искренне поблагодарить за все, что вы сделали, каждый на своем посту, каждый на своей должности, проявив истинные качества верных сынов своей отчизны, сильных людей, воинов. Я думаю, что все это неспроста. Уверен, что мы сможем победить, если будем работать так же, как работаете и работали на своих должностях, на своих постах вы. Спасибо вам большое. С нами Бог. И победа будет за нами. Магомед Хашмедович, пожалуйста, прошу вас. Всего за время проведения специальной военной операции из Чеченской Республики в зону СВО отправлено 37 906 бойцов, в том числе более 16 тысяч добровольцев. Все они прошли военную подготовку в Российском университете спецназа. С начала СВО по инициативе Рамзана Ахматовича из числа чеченцев сформировано 4 новых полка и 5 батальонов Министерства обороны и Росгвардии. Также у нас отлично налажена работа, которая позволяет каждую неделю отправлять из Грозного в зону СВО добровольцев, тоже прошедших подготовку в Российском университете спецназа. В настоящее время на передовой находится 8 тысяч наших бойцов. Кроме того, подразделение Ахмат охраняет государственную границу в Брянской и Белгородской областях. За мужество и профессионализм 3715 наших бойцов удостоено высоких
государственных наград. У нас на высоком уровне налажено обеспечение подразделений военной техникой, предметами связи, обмундированием, продовольствием и всем необходимым для выполнения поставленных задач. Огромную помощь нам оказывает региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Всего на нужды СВО фонд направил 29 миллиардов 212 миллионов рублей. Благодаря такому вниманию наши воины с честью выполняют свой долг по защите интересов России, а регион является одним из лидеров среди субъектов по организации мобилизационных мероприятий. От имени членов Республиканского оперативного штаба я хочу поблагодарить вас за поддержку в решении возникающих вопросов. Уверен, что Чеченская Республика под руководством Рамзана Ахматовича продолжит вносить свой вклад в дело нашей общей победы. Хотелось бы завершить свое выступление боевым девизом легендарного спецназа «Ахмат». «Ахмат – сила, Россия – мощь, Аллаху Акбар». Хочу сказать слова признательности в ваш адрес, поскольку вы занимаетесь организацией этого процесса. Вот те цифры, которые вы называете, свидетельствуют о очень существенном вкладе республики в нашу общую победу. Вот. Ну и тоже, пользуясь этой возможностью, поздравить вас с высокой государственной наградой. Наши подразделения, которые сегодня на линии соприкосновения, в подразделениях нет никаких проблем. Мы по поручению Рамзана Ахматовича часто выезжаем, контролируем, со всеми взаимодействие налажено, нет никаких проблем. Поэтому любая задача, поставленная Верховным Главнокомандующим Рамзаном Ахматовичем, где бы ни были наши подразделения, она будет выполняться. Вам спасибо большое, что вы приехали. Ахмат – сила, Россия – мощь. Аллаху Акбар. За 24 года последних в нашей республике проделана такая колоссальная работа, которая смогла повернуть весь чеченский народ, получается, в одном направлении, сплотить его, сделать так, чтобы мы стали во главе, наверное, того авангарда, который будет дальше крушить врага до тех пор, пока Россия не победит на всей мировой арене. Она есть государство номер один, это государство самое могущественное, которое только есть. Нам остается только быть верными девизу, который оставил нам Ахмад Хаджи Кадыров, и делать свою работу, а мы ее доделаем, будьте уверены, до конца. Спасибо за то внимание, что вы уделяете нашей республике, бойцам данных подразделений. В общем, Ахмат – сила, Россия – мощь, Аллаху Акбар. Чеченская Республика действительно одна из самых патриотичных территорий в нашей стране. Это не все. Вижу в этом прямое следствие замыслов Ахмада Хаджи Кадырова. Я помню наши с ним разговоры, и тогда как раз Ахмад Хаджи представил мне Рамзана Ахматовича. Вот. И я очень счастлив, что его дело живет. Я уверен, что он был бы тоже счастлив все это видеть. Вот. Поэтому я хочу всех вас и, конечно, руководителя республики поблагодарить за ваш вклад в нашу общую победу, в наше общее дело. Дмитрий Анатольевич, спасибо еще раз, что вы приехали в республику, нашли время. Это для нас большой стимул. Я думаю, что они больше будут трудиться. У нас ни одна подразделение, которое вернулось оттуда, не отдыхают. Полностью приближенных к военным действиям, проводим все мероприятия. Единственный регион, который имеет право полиции отправить на СВО, это наши ребята. Они находятся там, начальники милиции, министры наши, все они там находятся. И мы меняем их, чтобы они были подготовлены. Поэтому я хочу поблагодарить и вас, и Юрия Яковлевича, и Александра Николаевича за то, что вы сегодня с нами. И мы уверяем, что вообще нет сомнений, что мы выиграем эту борьбу. Мы уничтожим не только этих шайтанов, и тех, кто их поддерживает, тоже уничтожим, иншаллах.